В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Президент Рауль Хаджимба подписал указы о награждении государственными наградами. За заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии, безупречную многолетнюю службу в рядах вооруженных сил СССР и вооруженных сил Республики Абхазия, указом президента кавалер ордена Леона Раули Амичба награжден орденом Ахидз Апша 3-й степени. За высокие личные достижения, вклад в развитие спорта в Республике Абхазия заслуженный тренер Республики Абхазия и Российской Федерации по вольной борьбе Джарназ Бения награжден орденом Ахидз Апша 3-й степени. Рауль Хаджимба подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Абхазия». За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» присвоено Лиане Ампар, главному врачу городской поликлиники Управления здравоохранения администрации города Сухум. Инессе Аргун, врачу УЗИ Сухумской городской клинической больницы Управления здравоохранения администрации города Сухум. Фаине Асабуа, врачу-кардиологу городской поликлиники Управления здравоохранения администрации города Сухум. Работы, запланированные Министерством сельского хозяйства, выполнены в полном объеме. Об этом заявил заместитель министра Владимир Дауров во время рабочей поездки по объектам Гулрипшского района. Дожди и засуха хоть и усложняли работу, но нанести серьезный урон сельскому хозяйству Абхазии все же не смогли. Об увиденном и результатах поездки расскажет Нисфа Аршба. Полевые работы давно завершены. Сейчас проходит второй этап. Траву на полях косят, приводят в порядок близлежащие территории, готовятся к лечению цитрусовых. Например, у мандаринов 2 волны роста. Первая в конце марта, в апреле. Вторая летом, в середине августа. А значит, именно сейчас нужно все успеть подготовить. Наше хозяйство имеет 92 гектара, 42 корней. В данный момент мы завершаем первую косьбу. Буквально вчера мы закончили опрыскивание. Мы опрыскивали сероизвестковым отваром. В данный момент плоды у нас хорошие. Мы их удобряли, вносили селитру с расчета 1 килограмм на корень на всю площадь. И где молодая посадка, сейчас мы первую тохунку провели. После косьбы мы, вот видно, опять корни почистим и покосим. Рабочих на поле в дневное время не бывает, слишком жарко. Косить они начинают в 5 утра и к 11 часам заканчивают. Уже через пару недель здесь приступят к лечению мандарин. Применяют микроудобрение «Биоплант», в котором 13 так необходимых цитрусу микроэлементов. Все деревья очень старые, самым младшим более 45 лет. Эти мандарины были посажены в 60-е годы прошлого века. Основная работа у нас еще через месяц будет. Третье лечение – это эмульсия цинеба и яд. 3 компонента. В данный момент мы занимаемся основной косьбой. Косьбу закончим, через дней 15 начнем вторую косьбу, чтобы успеть опять к лечению, и это же дальше идет к сбору урожая. У нас работает человек 30, в общем-то, работает. Это косари, это трактористы, это лечильщики. Допустим, на одном тракторе 5 человек, у нас 3 трактора работают, уже 15 человек. Косари, мы свои косари есть, кто косит, приходит, помогает с соседнего села. Мы оплачиваем за гектар 5000 рублей ежемесячно. Около 4000 гектаров сельскохозяйственной земли уже вспахано. Работы проведены при помощи местных МТС. Хоть техника иногда и подводит, как-никак 7-8 лет эксплуатации, с поставленной задачей справились в срок. А заодно и помогали разгребать завалы после наводнений. Техника старая, часто ломается, приходится ремонтные базы не хватает у нас, запчастей, хотя государство мы все время постоянно поддерживаем МТСы, приобретаем им какие-то возможности, значит, запчасти. Но тем не менее этого недостаточно, потому что сама техника уже устарела. Ставится вопрос президентом даже о том, что та техника, которая сегодня есть уже еще работает, но хоть она устарела, но ее можно будет как бы передавать тем участкам, населению, но при обновлении машино-тракторного парка, который сегодня существует. У Минсельхоза Абхазии есть несколько проблем. Ключевые 2 – сельхозтехника и фруктовые хозяйства. И если с первым вопросом все более-менее налаживается, то дальнейшая судьба садов все еще не определена. Взять, к примеру, агрофирму «Кудры», которая уже более 3 лет занимается выращиванием яблок разных сортов. Задолженности по заработной плате были большие, из них 40 миллионов рублей уже выплачено. Но этого, увы, недостаточно. Деревья нуждаются в лечении не менее 15 раз за год.
а средств у руководителей хозяйств давно нет. Вот почему вместо 30-50 человек здесь работают всего 2 – охранник и руководитель. При этом сад не заброшен, деревья в отличном состоянии, но дожди сделали свое черное дело, и по факту сладкие яблоки в своем большинстве нетоварного вида. Сегодня, конечно, результаты, к большому сожалению, не те, которые, допустим, мы ожидали. Было много встреч и с нами в Минсельхозе, с руководством страны. Принято такое решение передавать их в районы. А районы непосредственно будут заключать уже договора с руководителями групп, и в долгосрочную аренду они останутся у них. Похожая ситуация и в других хозяйствах, которые остро нуждаются в помощи государства. Подобных агрофирме «Кудры» фруктовых садов в Абхазии десятки. Уже в ближайшее время государство примет по ним решение и постарается сохранить то, что пока еще возможно. Низ Фаршба, Саид Айба, Абхазское телевидение. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия предлагает жителям и гостям столицы и всем, кому не безразлично культурное наследие, принять участие в субботнике на территории историко-архитектурного заповедника «Сухумская крепость», который состоится в четверг, 28 июля. Сбор в 10 часов утра на территории крепости. Необходимый инвентарь будет всем предоставлен. Будут расчищаться участки крепости, на которых в том числе сосредоточены древнейшие храмы в Абхазии 4 и 7 веков, останки казарм римских легионеров. В субботнике примут участие студенты АГУ, сотрудники управления коммунального хозяйства, администрации города, департамента по охране историко-культурного наследия и все те, кто посчитает важным выйти на уборку древнейших строений Сухума. Строительные работы в Сухумской средней школе номер 3, носящей имя Юрия Воронова, продолжаются. Сегодня уже выполнены основные работы. Совсем скоро объект будет полностью отреставрирован. О том, на какой стадии работы, расскажет Сария Смар. Строительные работы в третьей школе Сухума начались в мае 2012 года. Сегодня основные работы уже выполнены. Строители приводят в порядок фасадную часть здания. Также работа ведется и внутри. Пока о сдаче объекта речь не идет. Впереди еще много работы, в том числе и покрасочной. Работу планируем закончить к концу этого года. И там пусконаладочные работы будут произведены в январе 2017 года. Капитальный ремонт в школе не проводился все послевоенное время. Более того, часть здания сгорела после войны. По этой причине учащимся приходилось заниматься не в самых лучших условиях. Но совсем скоро у них появится возможность сесть за парты в новых классах. На время строительных работ школьники размещены в очно-заочной школе. Работы прерывались, они были прерваны у нас где-то в сентябре 2014 года. И возобновились в мае текущего года. У нас существует план, который предоставила нам Москва. Мы согласно плану двигаемся, не срывая его. Все у нас будет, к концу года будут все работы сданы. Кстати, фасад этой части здания во время реконструкции не был изменен. Работы были проведены только внутри. Это связано с тем, что объект относится к памятникам архитектуры. Сама школа рассчитана на 230 учащихся. Здесь также будет 2 сектора – абхазский и русский. Но, возможно, будет создан дополнительный абхазский сектор. Сария Смар, Тимур Гукохия, Абхазское телевидение. Наша юная соотечественница Амина Аншба завоевала титул чемпионки Европы. Чемпионат Европы по теннису 2016 до 18 лет проходил в Швейцарии. В финале Амина обыграла в 3 сетах первую ракетку мира до 18 лет Олесю Первушину. Несколько недель назад Аншба стала победительницей турнира первой категории в Берлине. После этого Амина Аншба успешно выступала на юношеских и взрослых турнирах. Так, на турнире в Сербии Амина победила в парном разряде, а также стала победительницей взрослого турнира в Казани. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем плюс 28-30 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.